мой, не делай того, чего не велел Господь миров. Если ты столкнулся с трудной проблемой в правительстве, немедленно присоединись ученым. О, сын мой, будь к тем, кто повинуется тебе. Всегда оказывай благодеяние армии. Не дай шайтану обмануть тебя, полагаясь на свою силу и богатство. Остерегайся отдаляться от людей шариата. О мой сын, мы не воюем ради личной прихоти или получения власти для отдельных людей. Напротив, мы живем благодаря исламу и ради ислама умрем. Именно это и является, сын мой, тем, чего ты достоин. О мой сын, ты ведь знаешь, что наша цель – это довольство Господа миров. Благодаря джихаду свет нашей религии распространится на весь мир. Тогда и Всевышний Аллах будет доволен. Мы живем с исламом и умираем вместе с ним. Это все, что тебе нужно. Архан Гази, сын Османа, сын Иртугрула, основатель Османской регулярной армии и особого рода войск, названного янычарами. Он покончил с византийским присутствием в Малой Азии. В его эпоху началось распространение ислама в Восточной Европе. При Архане были созданы многие условия для превращения небольшого османского государства в сильную державу. Арханом были завоеваны Бурса, куда он сразу перенес столицу, осаждавшиеся еще при Османе. Архан родился в 1288 году, когда его отец Осман Гази взошел на османский престол. Он был вторым сыном Османа Гази и самым развитым и храбрым среди сыновей султана. Благодаря этим качествам он и стал следующим после своего отца османским правителем. Архан рос и воспитывался под особым контролем своего отца султана Османа Гази, основателя османского государства, и всегда был окружен его заботой и вниманием. Отец с детства готовил Архана к ответственным должностям и управлению османским государством. Должностная карьера Архана началась со службы в армии. Военные успехи молодого Архана не заставили долго себя ждать. Еще во время правления своего отца Османа Гази Архан играл важную роль в жизни османского государства. Архан еще в молодости руководил осадой крупной византийской крепости. После взятия Бурсы отец отозвал его, приказав немедленно явиться к нему. Вскоре Архан прибыл к отцу, который к тому времени уже был смертельно болен. 21 августа 1326 года, 21 месяца Рамадан, в 726 году по хиджре, объявил о назначении Архана своим преемником на престоле османского государства. При назначении отец оставил Архану ценное завещание, которое мы показали в начале ролика. Хотя Архан и не был старшим сыном Османа Гази, его старший брат Алаудин не стал возражать решению отца, оспаривать его завещание и претендовать на престол османов. Алаудин поставил интересы государства выше своих личных интересов. Алаудин не затаил обиду и оставался верным помощником своего брата. Есть даже мнение, что он сам отказался от предложения Архана разделить государство после смерти отца, но принял его предложение стать первым великим визирем. Архан назначил старшего брата Садразамом великим визирем и поручил ему внутреннюю политику государства. Такой расклад полностью освобождал Архана от внутренних государственных проблем. Он мог, не думая о них, спокойно заняться расширением территории Османской империи. Как только Архан стал правителем османского государства, он первым делом перенес столицу государства в Бурсу. Это было сделано с учетом важного стратегического местоположения города.
Создание исламской османской армии. Одной из самых важных работ Орхана было создание исламской армии. И он стремился вести, развить и модернизировать новую систему для армии, чтобы он хорошо справлялся со своей ролью. Он разделил армию на части, каждая из которых состояла из 10, 100 или 1000 человек, и выделил пятую часть добычи им, и сделал ее постоянной, а не исключительной армией. Также основал специальные центры, в которых готовили войск, повышали уровень солдат и обучали боевым навыкам. Армия занимала очень важное место в Османской империи. Орхан смог создать регулярную исламскую армию, всегда готовую к джихаду. Также он работал над увеличением численности войск после того, как последствия борьбы с византийцами усилились. Поэтому он выбрал несколько молодых